Доброе утро, дорогая республика. Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии», это прямой эфир, и мы готовы начать нашу самую раннюю, самую семейную программу. В студии работает Дарья Анкехова, но и кто смотрит наши эфиры постоянно, наверное, задаются вопросом, почему сегодня я одна. Но на самом деле я не одна. Павел Танин сегодня будет в нашем эфире, но с прямым включением. А вот на какой из локаций города Якутска он находится прямо сейчас, узнаем чуть позже. Ну и сегодня, забегая вперед, хотелось бы сказать, что в целом сегодня наш эфир будет посвящен здоровью. В частности, поговорим про долголетие. Также у нас сегодня будут полезные советы, зарядка. В общем, все как всегда. Самое интересное, актуальное, ну и, конечно, полезное. И начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 2 градуса. В Заречной группе 3,10 выше 0. В южных 1,9, в Вилюйской группе до 9 градусов тепла. В Нижнеленских минус 8, плюс 4. В западных районах до 12 градусов тепла, в Колымын-Дигирской группе улусов минус 13, плюс 9. В Янских 15, 4 градуса ниже 0. На северо-западе минус 16, плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 12 градусов. Итак, я думаю, самое время проснуться вместе с нами и посмотреть последние новости, которые произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен, но во время окончания экзамена для них будет таким же, как и для тех, кто пришел вовремя. Об этом говорится в письме Рособорнадзора, содержащем рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Если в течение 2 часов от начала экзамена ни один школьник не пришел, то принимается решение об обстановке экзамена в пункте его проведения или отдельных аудиториях, уточняется в документе. В соответствии с утвержденными приказами ЕГЭ в 2026 году, напомню, в основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, в дополнительный с 4 по 25 сентября. С приходом потепления в городах страны стартовал сезон проката электросамокатов. В одном только Якутске их число в сезон планируют довести до 1200. Средства передвижения оснастили номерами, чтобы проще было фиксировать нарушения правил дорожного движения, а для пользователей появилось тестирование на знание ПДД. Пока добровольное. Вместе со стартом сезона электросамокатов возобновилась и дискуссия о том, как сделать их эксплуатацию безопасной. По данным за лето 2025 года, травмы во время катания на электросамокатах получил 131 человек. Фиксируются нарушения и с начала этого сезона. В день самокатчиков переходит уже по 2 примерно в среднем, иногда и по 3 бывает. Но не то, что вот именно самокатчики, и от них тоже пострадают уже простые пешеходы. В основном дети, когда вот падают с самоката, они падают, упираясь рукой вперед. В основном это травмы руки, лица и головы. Самые вот частые травмы. Где-то 20% травмы – это травма ноги. Лаборатория искусственного интеллекта Якутии объявила о старте конкурсного отбора проектов, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Общий фонд поддержки – 6 миллионов рублей. По итогам экспертного отбора будут определены 3 проекта. Первый получит 3 миллиона рублей, второй – 2, третий – 1 миллион рублей. Принять участие в конкурсе могут компании, официально зарегистрированные на территории республики и ведущие исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта. Главным критерием является направленность проектов на решение социально значимых проблем республики, а также их потенциал для развития ключевых отраслей местной экономики. Союз театральных деятелей, который к своему 150-летию запустил красивую и мощную акцию «Театральный поезд», показал, как будет выглядеть состав, что отправится из Владивостока в Москву 12 мая.
Поезд проведет в пути 50 дней и сделает остановки в 23 городах и 30 июня прибудет на Киевский вокзал страны. В это же время на этот вокзал прибудет и поезд из южного маршрута из Севастополя. Встреча двух театральных составов станет кульминацией проекта и одним из самых зрелищных событий, посвященных юбилею Союза. Якутский композитор Никифор Яковлев представит оперу «Аланхасуд». Ее премьера состоялась в Москве на фестивале современной музыки «Айкумена. 21 век». Фестиваль проходит при поддержке Союза композиторов России и Минкультуры страны. В основе монооперы лежит эпос «Олонхо», только в роли рассказчика выступает профессиональный вокалист. Он виртуозно воплощает каждый образ от богатыря до абага, применяя разные вокальные приемы. Также в композиции задействованы якутские музыкальные инструменты, например, хомус. Использованы и классические, как скрипка и барабаны. Все вместе они создают абсолютно новое звучание, вдохновленное мировым шедевром. Итак, мы продолжаем наш утренний эфир. И сейчас мой соведущий Павел Танин находится на территории подстанции скорой медицинской помощи в легендарном пункте 03. Это место, где каждая секунда на счету, где по ночам горят окна и где принимают самый сложный звонок о помощи. И сегодня у нас уникальная возможность поговорить с тем, кто первым приходит на помощь в самую критическую минуту. На связи врач скорой помощи Инна Васильева и Паша. Павел, тебе слово. Доброе утро. Доброе утро, Дарья, доброе утро, дорогие наши телезрители. Закончилась первая череда майских праздников, мы выходим в рабочее русло, но пока мы отдыхали, всегда остаются те, кто оберегают наш покой. Это, конечно же, экстренные службы, полиция, пожарные, спасатели, конечно же, врачи скорой помощи, те, кто по первому звонку, когда кому-то где-то плохо и нужна помощь, срываются с места и бегут помогать, в наших реалиях современных едут помогать, потому что автотранспорт никто не отменял. И сегодня, да, мы находимся вот прямо на станции скорой помощи, рядом с замечательным автомобилем, который возит этих людей, которые помогают. И рядом со мной врач скорой помощи Инна Иннокентьевна Васильева. Доброе утро. Доброе утро. С вами немножко хотелось бы поговорить в первую очередь, да, вот про праздники прошедшие, потому что для простого рядового человека это возможность отдохнуть, 3 дня, там дополнительный выходной появился. Для вас же, мне кажется, это все-таки период наибольшей нагрузки. И вот хотелось бы узнать, как для вашей бригады прошли прошедшие праздники и в целом в майские праздники, вообще в праздники больше ли вызовов становится, или все-таки это миф и всегда все вот как бы в одинаковых числах происходит? Во-первых, у меня является, наша бригада является врачебной бригадой, и в основном у нас вызова поступают как сердечно-сосудистые, более тяжкие, да, получается. А в эти праздничные дни, вообще, когда народ отдыхает, у нас больше как бы криминала появляется, да. Это все исходит от употребления спиртных напитков, да, в основном чаще. И, бывает то, что вот сложные какие-нибудь там ножевые или что-нибудь там травмы серьезные, тогда могут нас отправить, допустим. Когда праздники намечаются, мы, конечно, всегда как бы на чеку становимся, то, что у нас все равно вызовов больше будет. Готовности. Да. В основном, Новый год – это самое сложное, то, что вот 10 дней, и мороз минус 50, да. Майские – это еще более-менее, потому что чуть меньше выходных дней, и на улице тепло, допустим. Таковых, сколько у нас? Мы 1 мая работали день, у нас было 10 вызовов. У нас время рабочее 12 часов, то есть с 8 утра до 8 вечера. То есть примерно вызов в час? Где-то. Да, где-то вот так. А так в среднем бывает от 6, минимум 6 вызовов, да, за 12 часов, и максимум 12. У фельдшерских бригад может быть даже больше, до 18 даже доходит, как бы, да. И в ночное дежурство мы были 2-го ночь, тогда у нас было 7 вызовов. Тоже 12-часовая смена. Так таковых особых не было. Наши постоянники, травма головы в основном, и все. И боли в животе только одно, по-моему, было. А можно, вот как-то вы, в принципе, уже упомянули, что в майские праздники с чем приходилось работать, но можно ли как-то, может быть,
выделить, чем чаще именно в майские праздники вызывают? Потому что, как мы поняли, вы общепрофильная бригада, вы занимаетесь всем, а мы понимаем, что майские праздники, люди дорвались до природы, наконец-то потеплело, Да. шашлыки, тяжелая пища. Да. Ага, вот за счет тяжелой пищи именно, за счет шашлыков бывает обострение вот этих хронических панкреатитов, гастритов, да, пищеварительного тракта вот именно. И, ну, особо таких нету, как бы, а вот именно отравлений, чтобы было бы именно шашлыками, такого не было, как бы, случая. Возможно, это, как бы, с салатами, допустим, да, с майонезом, испорченным через несколько дней, допустим, может быть. И за счет жирной пищи, может быть, вот, обострение. В целом, да, имелось в виду, что именно как бы не конкретно шашлыком Ага, отравление, да, что конкретно да, шашлыком, чтобы именно отравления не было, от ага. употребления какой-то пищи, да, Ага. может быть, в больших количествах или, может быть, и свежей. Да, Но, тем плотный. не менее, основное рабочее место, я так понимаю, у вас автомобиля. Предлагаю туда переместиться, посмотреть, чем оборудован, продолжить нашу беседу. И, может быть, опять же, про какие-то интересные случаи хотелось бы узнать, потому что так или иначе мы часто сталкиваемся с работой разных экстренных служб. Дверь, наверное, имеет смысл закрыть, потому что вдруг вызов мы должны быть готовы, да, выехать в любой момент. В любой момент может поступить вызов. И получается, вызов принимает водитель, я так понимаю. Нет, вызов у нас у каждого бригады есть планшет свой, ага, туда поступает вызов. Мы как на работу поступаем, ну, приступаем, когда регистрируемся в планшет, и диспетчера уже Там у вызова вас отправляют туда, всё в планшет. отображается. Ага. А в целом автомобиль скорой помощи, мы видим здесь очень много разных агрегатов, очень много сумок. Я так понимаю, что он, ну, не как, конечно, поликлиника полноценная, но как какая-то часть поликлиники сюда помещается. Ага. Даже могу сказать то, что у нас Точнее, больше, не чем... поликлиники, извините, да, Да, наверное, больницы стационар, полноценные. Да, стационар имели в виду, скорее всего. Да. Ага, конечно, у нас меньше, чем в стационаре, но больше, чем в поликлинике, можно сказать. У нас машины все оборудованы. Все, практически все, можно сказать, имеется. Наборы есть, родовые наборы есть. То есть можно и роды принять прямо здесь. Родовые наборы есть, потому что случаи разные бывают. И дома рожают, и в машине. Ага. Так, реанимационные наборы есть, сумки, детские отдельные, взрослые. Также, ну, обычный вот кардиограф и укладка наша, то, что мы на каждый вызов обязательно берем с собой. И по необходимости кислород, ИВЛ, дефибриллятор и электронасос. Вот вы, кстати, сказали про родовые наборы, а приводилось, как был у меня вопрос, как раз спросить про интересные случаи, сразу сам напрашиваться, приходилось ли роды принимать прямо в машине? В машине на моей практике нет. Не было. А у коллег, может быть, У рассказывали? коллег были, разные случаи были. Ага. Допустим, когда-то вот с улицы забрали беременную, и пришлось в машине рожать, конечно. И прямо приняли там? Да, приняли там. А так, конечно, у нас такое не приветствуется, как говорится, да. Ага, именно роды в машине, это у нас как бы недосмотр получается беременной. Ага. Поэтому или дома, или в стационаре должны рожать обязательно. А вот на вашей практике какой-нибудь можете интересный случай вспомнить? Интересный случай, но с медицинской стороны интересных случаев, естественно, много. Начиная от зеркальных органов больных. Ага. А так для граждан особо, скорее всего, как бы экстренные какие-нибудь там случаи интересны, скорее всего. Ну, был у нас такой вызов, когда я только начинала работать. Тогда еще машины УАЗики были у нас, маленькие, Санитарки, серые, так называемые. старые, как у Маши и Медведя. И мы поехали на вызов. Ножевое ранение неясной локализации. Где-то это было в этом кирзавод. Ага, кирзаводе. Так, приезжаем на вызов, и там стоят возле подъезда девушки. Ага, говорят, мы вас туда не пустим. Мы такие, а что, почему? Они такие сказали то, что там трое мужчин, поножовщина идет, агрессивные, они на вас набросятся. А полиции тогда еще не было. Ну, мы в большем случае до полиции всегда приезжаем на вызов. Ага. Ну ладно, сказали, сели обратно в машину с помощником.
Сидим возле подъезда, и вдруг краем глаза смотрю, девушки у нас все куда-то в разброс убегают. Смотрю, и из подъезда выходит у нас очень огромный мужчина. И прямо идет на нас, в нашу сторону. Я быстренько водителю, быстро заводимся, убегаем. И вот так он начал прямо к нам идти. Мы на дорогу выезжаем и прям едем. И он за нами бежит. Это было что-то с чем-то. Это было лето, вечер. И как в кино, прям пыль стоит. Смотрю через заднее окошко, там пыль стоит, и через пыль он пробегает. Да, страшно так гонялся, мы аж до скольки, там, до 500 метров или больше еще убежали, видимо. Потом вот только полиция приехала. Как раз вот вы упомянули, что вы раньше полиции приезжаете, ну как бы это не в огород чистый камень, просто ну оперативнее можно, быстрее, не знаю. В общем, есть на то причины объективные, я думаю. Тем не менее, а сколько вот примерно занимает время от поступления вызова до прибытия на адрес? В среднем? Ага. Ну, вот как вызов поступает диспетчеру, да, скажем, на станцию, когда они звонят, от того времени до доезда на вызов, если это срочный вызов, допустим, да, экстренный, тогда должен занять до 20 минут. У нас в пределах города так и получается, хотя у нас дороги не очень, конечно, да, сами знаете, а за пределы уже можно и до 40 минут, потому что у нас территория обхвата, допустим, с Кангаласов до Табаги, Маган, это все включается. Допустим. Ну да, Кильдямцы, со станции до Кангалас доехать. За 10 минут никак не получится, да? Вот. Ну, конечно, разговаривать про профессию можно долго и много, потому что она обширна, тем не менее, времени у нас не так много, поэтому, завершая наш разговор, какие-то пожелания, как бы, может быть, и с точки зрения врача скорой помощи, и с точки зрения просто человека, пожелания нашим зрителям? Ага. Ну, конечно, хотелось бы горожанам сказать, то, чтобы, когда вызываете скорую помощь, обязательно без никакой паники, без криков, чтобы диспетчер понял, где, куда надо отправить, какую машину именно, четко сказать адрес, и что случилось в основном, да, и хотя бы возраст пациента, потому что, чтобы у нас бригады разные есть, кардиологические, педиатрические, реанимационные, ну и фельдшерские, врачебные. Поэтому подбор и для вас же будет быстрее доехать, и для нас лучше, как бы, да? Ну и так, с весенним, добрым утром. Ирина Иннокентьевна, спасибо вам большое за эту беседу. Мы желаем, конечно, легкой смены, которая вот только-только началась. Ну а вам, дорогие зрители, беречь свое здоровье, знать, что если что-то случится, всегда есть люди, которые вам помогут, но тем не менее не стараться не допускать и предвидеть, предотвращать подобные вещи. Ну а я на этом заканчиваю. Даш, тебе слово. Спасибо большое, Павел. Спасибо за такую интересную утреннюю беседу. Конечно, мы ждем возвращения Павла в нашу студию. Ну а в целом, конечно, служб, которые оберегают наш покой и готовы в первую же секунду примчаться на выручку, не так много. Скорая помощь – это одна из них. Но есть и те, кто мчится не к больному, а туда, где огонь, вот-вот перешагнет ту грань, за которой стихия становится неуправляемой. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди в огнеупорных костюмах, для которых задымленный подъезд – это обычный рабочий кабинет. Международный день пожарных. Поздравляем всех представителей этой профессии. Ну и давайте сейчас узнаем, какие еще события произошли в этот день. На календаре 4 мая. Сегодня Международный день пожарных. По народному календарю Проклов день. Наступило ляльное время. Так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали. Этот день в истории. 1113. На Киевский великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. 1878. Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. 1961. В Советском Союзе принят указ об усилении борьбы с тунеядством. 1979. В этот день Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту. В этот день родились
Фридрих Брагаус, немецкий книгоиздатель, основатель фирмы Брагаус. Александр Керенский, российский политический и общественный деятель. Одри Хёбберн, британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Татьяна Самойлова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Леонид Хейфец, советский и российский театральный режиссер и педагог, народный артист России. Именины сегодня у Александра, Алексея, Дениса, Ивана, Исаакия, Максима, Николая и Федора. Люди, которые каждый день рискуют жизнью ради других, не могут позволить себе слабые мышцы или неподготовленное тело. Пожарные, которых мы уже упомянули, без физической формы, конечно, не могут быть профессионалами. Но и в обычной жизни поддержать себя в тонусе полезно каждому. Сегодня наши инструкторы подготовили комплекс упражнений с тумбой, с простым, но достаточно эффективным снарядом, который помогает развивать силу, устойчивость и координацию. Встаем и повторяем вместе с нами. Всем доброе утро! Сегодня для нашей зарядки нам понадобится стул. Итак, поехали! Первое упражнение у нас будет подъем ног, касаясь стула. Мы поднимаем по очереди ножки и касаемся носком. Это упражнение мы выполняем по 15-20 раз на каждую ногу. Дышим спокойно, делаем все медленно. Это упражнение помогает нам укрепить наши колени, помогает укрепить наши тазобедренные суставы. На самом деле это упражнение легкое, но оно очень эффективное. Раз. Следующее упражнение мы немножечко усложним. Будем делать почти то же самое, только уже будем опираться на стул и поднимать ручки вверх. Показываю. Раз. Два. Три. Четыре. Делаем все медленно. Немножечко верхние точки мы прожимаем. Ручки стараемся тянуть к ушам. Раскрываем грудной отдел. И обязательно делаем выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Также это упражнение выполняем 15-20 повторений. Следующее упражнение очень хорошо прокачивает мышцы рук, особенно трицепс, который, к сожалению, у нас меньше всего работает. Итак, показываю. Мы садимся на стул, таз немножечко выводим вперед, ручки у нас держатся за скамью или за стул, и будем опускать таз вниз. Тут смотрите по своей подготовке. Если вы сильнее, значит, вы можете опуститься ниже. Если вы еще недостаточно подготовлены, значит, можете делать маленькую амплитуду, да, чтобы вам было легче. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Это очень хорошо проработают мышцы плеч и, конечно же, подтянет ваш трицепс. Вниз идем, вдох, вверх идем, выдох. Вниз, вдох, вверх, выдох. Если вдруг вам покажется, что вам нагрузки мало, вы можете это упражнение усилить, усложнить, скажем так. Выводим ноги вперед и уже опускаемся только на руках. Уже не опираемся на ноги, опираемся только на руки. Также делаем вдох, выдох. Наверху мы делаем выдох. Следующее упражнение у нас будет планка от стула. Итак, поехали. Ставим руки под плечами. Спинка у нас ровная, таз не проваливается. Немножечко подкрутили таз под себя. И мы будем подтягивать по очереди к себе коленки. Это упражнение вы можете выполнять 30 секунд. Обязательно дышим. Следующее упражнение у нас будет приседание на стул. Оно очень простое и подходит тем, у кого может быть проблемы с коленями. Итак, мы просто приседаем на стул. Приседаем и встаем. Делаем вдох, выдох, вдох,
выдох. На этом мы завершаем нашу утреннюю зарядку. И все эти упражнения вы можете выполнять не только от стула, а прямо от кровати или от дивана. Всем пока, увидимся в следующий раз. Кто-то с детства боится высоты, а кто-то сцены. А есть те, кто смотрит на арену и видит не просто страх, а свою будущую жизнь. Наш следующий герой Богдан увидел цирк и понял, что хочет быть там, под куполом, в центре внимания. 2 года тренировок, десятки отказов и одно письмо на самый высокий уровень. Потому что мечта всегда должна сбываться. О том, как мальчик из цирковой студии добивался своего, написал президенту и в итоге получил снаряд, о котором мечтал 2 года, в нашем следующем сюжете. Походы в цирк с мамой стали для Богдана началом большой мечты. Еще будучи совсем малышом, он смотрел на цирковых артистов и мечтал, что когда-нибудь и он тоже выйдет на большую сцену. Но просто мечтать и сидеть сложа руки не в его стиле. Увидев объявление о наборе в цирковую студию, он сразу пошел туда и прошел отбор из 40 кандидатов. Как-то вот ходил на все представления и прям вот загорелся желанием, хочется так же, особенно жонглеры меня потрясли. Вот. Мама показала афишу, то, что набирается кастинг детей там, в цирковую студию. Я загорелся желанием, пошел, в принципе. Ну, и как прошел, ну, там у нас ОФП, физическая подготовка была, также был бег, ну, и растяжка, и базовые знания вообще. Уже как 2 года Богдан ежедневно тренируется. С увлечением жонглирует, осваивает сложные акробатические элементы и показывает фокусы. Со временем мальчик понял, что хочет стать эквилибристом. О катушке мечтал 2 года. Увидел в какой-то цирковой постановке и загорелся. С тех пор он мечтал о своем собственном реквизите. Но профессиональный снаряд эквилибриста стоит немалых денег. Тогда мечта оказалась недосягаемой. Но сдаваться Богдан не привык. Тогда ему пришла идея взять в руки ручку и написать письмо президенту. Там я написал, ну, вообще просто, типа, то, что я Богдан, там, занимаюсь в цирке и т.д. Я не думал, что мне ответят, и вот ответили. И потом я уже мечтал вот о эквилибре на катушках, и вот решил вот написать, попробовать. Не думал, что ответят. Ответили, там написали то, что тот, кто всего хочет, тот добьется. Потом мама мне звонит и говорит, завтра меня ждут на вручение подарка от Владимира Владимировича Путина. Я думал, что будет легко, там, ну просто вот наши педагоги, а оказалось, что меня позвали на арену, собрался целый цирковой коллектив, получается, приехал министр культуры и все вручил. Было волнительно. Вообще сказать ничего не мог, нету слов, одни эмоции были. Вообще вот радость и волнение вообще не передать словами. Педагоги студии признаются, что были в шоке. Они даже и не знали, что их воспитанник пишет в Кремль. Мы, конечно, удивились, во-первых, но были рады, конечно. Но он парень вообще без комплексов. Ага. И что задумает, то и сделает. А вот мама Богдана знает о силе мечты не понаслышке и поддерживает сына. Именно она научила Богдана верить в свои мечты и делать все, чтобы их исполнить. Я мечтала в детстве быть врачом, но пошла совершенно по другому профилю. Закончила юридический, но потом поняла, что это не мое, и все-таки вернулась спустя годы в медицину. Но не врачом, медицинской сестрой работаю. Конечно, я считаю, что мечты должны обязательно сбываться, и чтобы они сбывались, мы сами, как творцы своей мечты, должны этому способствовать. Теперь Богдан жонглирует, делает акробатические элементы и осваивает баланс на своей заветной катушке. Педагоги уверены, настойчивость этого парня приведет его на самые большие цирковые площадки страны. И мы, кажется, скоро увидим его имя на афишах, потому что если верить в мечту и каждый день делать к ней шаг, она обязательно сбудется. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск.
Мечта – это, конечно, здорово, но жизнь состоит не только из ярких выступлений на арене и таких вот очень ярких эмоций. Есть вещи прозаические, без которых никуда. Например, регистрация по месту жительства. Казалось бы, штамп в паспорте или запись в базе, но без этого не получить полис, не записать ребенка в школу, не оформить пособие. Что же такое регистрация сегодня? Чем она отличается от старой прописки и какие права дает? Ну и, конечно, какие проблемы создает ее отсутствие, разберемся с нашим юристом. С 1 мая 2026 года в России вступили в силу новые правила регистрации по месту жительства, которые кардинально меняют процедуру аннулирования прописки и делают ее значительно быстрее. Обновленный регламент Министерства внутренних дел упрощает механизм снятия граждан с регистрационного учета. Если раньше подобные решения в большинстве случаев принимались только через суд и могли затягиваться на месяцы, теперь данная процедура переводится в административную плоскость и занимает считанные дни. Согласно новым нормам, сотрудники полиции получают право самостоятельно инициировать проверку. Основанием могут стать как собственные данные, так и обращения соседей или участковых. После проверки материалы передаются в регистрационные органы в течение 3 рабочих дней, а окончательное решение принимается еще примерно за 5 дней. В первую очередь изменения направлены против фиктивной регистрации. Речь идет о так называемых резиновых квартирах, где формально прописаны десятки человек, но фактически проживают единицы. Под упрощенный порядок аннулирования подпадают несколько категорий случаев. Среди них регистрация без фактического проживания, использование поддельных документов, а также ситуации, когда проверка подтверждает отсутствие человека по месту прописки. Для добросовестных граждан, которые действительно живут по адресу регистрации, новые правила не создают дополнительных рисков. Однако для собственников жилья, практиковавших фиктивную прописку, ситуация меняется принципиально. Оспаривать решение через суд на протяжении долгого времени больше не получится. При этом нововведения могут затронуть и тех, кто формально зарегистрирован в одном месте, но фактически проживает в другом. В случае жалоб и последующей проверки регистрация может быть аннулирована, что потребует срочного оформления по реальному адресу проживания. Знайте свои права. А теперь из юридических тонкостей современности мы перенесемся в эпоху, когда понятие долга измерялось не договорами, а жизнью. В годы Великой Отечественной войны воины-якутяне участвовали в боях у стен Брестской крепости, самоотверженно сражались с врагом под Смоленском, защищали Москву, Сталинград, держали оборону в блокадном Ленинграде и дошли до Берлина. Сегодня вспомним одного из них, участника Великой Отечественной войны, командира расчета 2-й минометной роты, старшего сержанта, кавалера 2 орденов славы Илью Сергеевича Бочкарева. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Всего за годы Великой Отечественной войны из Якутии были призваны в ряды Красной Армии более 60 тысяч якутян. Воины-якутяне участвовали в боях у стен Брестской крепости, самоотверженно сражались с врагом под Смоленском, защищали Москву, Сталинград, сражались в блокадном Ленинграде, штурмовали Берлин. Среди них был командир расчета 2-й минометной роты 1172-го стрелкового полка, 348-й Бобруйской краснознаменной дивизии гвардии старший сержант Илья Сергеевич Бочкарев. Илья Сергеевич родился в 1913 году в первом Аспёрском наследии Усть-Алданского улуса. На фронт был призван 10 августа 1941 года. Первым боевым крещением стала битва под Москвой в 1941. Илья Сергеевич принимал участие в освобождении городов Клин, Ржев, Калинин, Бобруйск, Минск, территорий Польши, Восточной Пруссии. За проявленную храбрость и мужество в Великой Отечественной войне Илья Сергеевич был награжден 2 орденами славы 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями за оборону Москвы,
за взятие Берлина, за отвагу и 17 благодарностями Верховного Главнокомандующего. Победу он встретил 8 мая 1945 года на реке Эльбе. Таким образом, Илья Сергеевич прошел практически всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945, от обороны Москвы и до взятия Берлина. После демобилизации из армии в декабре 1945 года он приехал в свой родной Наслек и сразу начал работать в родном колхозе. Много сил и труда вложил в восстановление и развитие своего села и района. Ему пришлось сначала руководить молочно-товарной фермой, а потом возглавить бригаду огородников. За трудолюбие и заботу о людях колхозники доверили ему руководство колхозом. И где бы он ни трудился, чем бы ни пришлось ему заниматься, везде он относился к своему порученному делу с огромной ответственностью, серьезностью и заинтересованностью. За 3 года, в течение которых он возглавлял колхоз, хозяйство заметно окрепло. Поголовье скота, урожайность зерновых и овощных культур увеличились вдвое. Шире стала применяться механизация. Илья Сергеевич со своей супругой Анной Егоровной прожили долгую и счастливую жизнь. Воспитали детей и внуков достойными людьми, которые сегодня продолжают дело своего легендарного деда и с гордостью вспоминают о нем. Мы преклоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны. Мы благодарим их за великий и бессмертный подвиг. Это наша вечная историческая память. Мы помним и гордимся тем, что сделали наши деды и прадеды. Это была рубрика «История в кадрах». История Великой Победы. О героях прошлого мы вспомнили, а теперь о том, что может ждать нас в будущем. Кто-то относится к гороскопам серьезно, кто-то с улыбкой, но в начале недели каждый хотя бы краем глаза смотрит, что нам обещают звезды. И наш астролог подготовил прогноз для всех знаков зодиака. Слушаем, улыбаемся и делаем выводы. Овны. На этой неделе энергия зашкаливает, но помните, Марс не любит полумер. В начале периода избегайте соблазна броситься отставить каждую эмоцию, потом будете жалеть. Не все эскалации стоят вашего времени и нервов, зато к выходным почувствуйте настоящий прилив сил, особенно в том, что касается самореализации и новых начинаний. Ваша тема — смелость и открытость к новому. В Тельце сейчас сразу несколько планет. Стартовая площадка, которая разбудит вас от многолетней спячки. Все, что начнете в эти дни, будет иметь долгосрочные последствия. Перестаньте работать за спасибо, оцените свой труд адекватно. Контролируйте речь в общении с родными. Критика может аукнуться. А вот к концу недели ваше хорошее настроение передастся любимому человеку. Близнецы. Эта неделя принесет вам много общения, неожиданных встреч и свежих идей. Не принимайте на свой счет кажущее равнодушие окружающих. Скорее всего, они просто погружены в свои заботы. Возможно, поездки и знакомства особенно удачным станет воскресенье. Используйте силу слова, но не обещайте того, в чем не уверены. Раки. Первая неделя мая требует от вас особой осторожности. Берегите себя от травм и не рискуйте понапрасну. Эмоции и чувствительность сейчас на пике. Отличное время для творчества, медитации и заботы о себе. Не ждите быстрых результатов. Лучше сосредоточиться на внутренней работе и укреплении здоровья. Львы. На этой неделе основное внимание карьере, репутации и вашему долгосрочному направлению. Не верьте красивым посулам на словах. Кто-то может пытаться вас обмануть или использовать. Полагайтесь на свою интуицию. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, так оно и есть. Суббота и воскресенье отлично подходят для карьерных рывков. Девы. Внимание к деталям и последовательность помогут вам добиться целей на этой неделе. Избегайте вредной пищи и фастфуда. Это плохо сказывается не только на физическом здоровье, но и на вашей энергетике. В личных отношениях все спокойно. Партнер настроен на домашний уют и совместный отдых. Весы. Гармония и внутренний баланс сейчас важны как никогда. Май принесет много приятных неожиданностей, особенно к тем, кто родился в начале знака. Середина недели идеальна для спорта и физической активности. Иногда ради большего приходится отказывать себе в малом. Запомните это. Творчество и укрепление отношений принесут настоящее удовлетворение.
Скорпионы. На этой неделе все вращается вокруг партнерств. Вам предстоит найти баланс между своими интересами и интересами других. Эмоции будут накаляться, но помните, сейчас никто не прав и не виноват. Просто ситуация требует терпения и компромисса. Ваша амбициозность победит любую хандру. Не поддавайтесь ревности и подозрительности. Сейчас они ваш главный враг. Стрельцы. Первая половина мая прекрасно подходит для спорта и активности, но не перетрудитесь на выходных. Энергия приключений и новых знаний сейчас вдохновляет на перемены. Следуйте за тем, что зажигает вашу душу, расширение горизонтов принесет успех. Избегайте поспешных решений финансовых вопросов и не делайте резких движений. Козероги. Внутренняя устойчивость поможет вам сочетать работу и личную жизнь без ущерба для того и другого. Стабильность и забота – это то, что укрепит вашу связь с партнером. Хорошее время для совместного планирования и укрепления доверия. Суббота потребует от вас терпения. Не ищите изъяны во всем вокруг. Отключите внутреннего критика и позвольте себе расслабиться. Водолеи. Плутон разворачивается в вашем знаке, и эта неделя задаст глубокие вопросы о вашей подлинности. Что вы защищаете и чего боитесь? Свобода самовыражения сейчас открывает новые возможности. Ваши уникальные идеи и смелые концепции принесут положительные перемены. Не прячьте их. В середине недели возможны сложные разговоры, но они ведут к трансформации. Рыбы. Ваша интуиция сейчас на высоте. Доверяйте внутреннему голосу, особенно когда речь идет о творчестве и личном росте. Неделя приносит энергию обновления и вдохновения. Это идеальное время для того, чтобы наконец-то заняться тем, что давно откладывали, или записать свою идею на бумагу. К концу недели возможны приятные сюрпризы в общении с близкими людьми. Тем временем в нашей студии появился Павел Танин. Паша, доброе утро. Доброе. Как тебе такая утренняя Вообще прекрасно. экскурсия? Замечательно. Невероятно. Наконец-то можно вот как-то погреться, там прохладно на самом деле. Нет, ну вообще всегда приятно рассказывать о людях, которые незримо для большинства защищают наш покой и вообще безопасность в том числе, потому что одно дело, когда мы нуждаемся в их помощи, мы знаем, что они придут, другое дело, когда мы живем свою жизнь обычную, как бы, а где-то параллельно с нами проходит, я бы сказал, такая другая жизнь, которая посвящена именно как бы защите нас, лечению нас, да, как бы сохранению нашего здоровья и помощи в трудную минуту. Ну а в целом, каково это побывать в карете скорой помощи? Ну, для меня как бы не новинка, конечно, но вот так долго продолжительно побывать именно внутри, поездить, покататься, ну, не, как бы для любого мальчишки интересно это будет, Потрогать конечно. кнопочки, да? Ну, кнопочки я не трогал, потому что мало ли я что-нибудь там натрогаю, потом это... Потом мало ли... Вдруг что произойдет. Там же все-таки надо проходить какой-то, ну, как минимум, надо, даже чтобы пользоваться этой техникой, надо а знать, в целом что мы вот зачем. видели, что ты постоянно вот так шатался, то есть достаточно неустойчиво, да, там находиться? Ну, я, как можно, если это было заметно, сидел на носилках, да, и как бы они предназначены для того, чтобы человек лежа в них перемещался, поэтому, возможно, сидя в них вот так шатает, там ни спинки, ничего, сиденье достаточно комфортное, все ездят, как бы столько лет существуют такие машины, их что же проектировали не просто так, придумывали все. Ну и в целом, конечно, мы продолжаем наш эфир, ну и Павел Танин, пока мы с тобой пообсуждаем еще твою невероятную такую утреннюю пробежку, так сказать, с одной локации в другую, наши коллеги из новостного отдела расскажут нам о последних новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября вводит новый вид государственного контроля – федеральный надзор за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. Речь идет о товарах, имеющих стратегическое значение для экономического развития страны. Это сельхозтехника, электротехника и стройматериалы.
Росстандарт при этом будет следить за соблюдением изготовителями и продавцами требований тех регламентов, установленных в соответствии с актами Евразийского экономического союза и российским законодательством о техническом регулировании. Практика такого подхода уже доказала свою эффективность. Например, контроль Росстандарта за качеством автомобильного топлива позволил снизить долю некачественного продукта с 20% в 2016 году до 3,9% в последние 2 года. Активность клещей возрастает весной в начале лета на фоне повышения температуры. Об этом рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Как отметили специалисты ВОЗ, с потеплением и увеличением активности на открытом воздухе возрастает риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать такие инфекции, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Как сообщил ранее Роспотребнадзор, более 1,6 миллионов граждан России в этом году уже сделали прививку от энцефалита. Согласно данным службы, с начала сезона в медицинские организации обратилось уже более 18 тысяч граждан в связи с укусами клещей. К другим темам на центральной площади Мирного торжественно встретили копию Знамени Победы. Почетное право поднять флаг представили кавалерам боевых наград. Красный стяг взметнулся над площадью в преддверии священного праздника Дня Победы. В торжественной церемонии участвовали ветераны спецоперации, солдаты-отпускники и бойцы МЧС. В парадном строю замерли отряды школьников и студентов, призеров ежегодных смотров строя и песни. Почетными грамотами Государственного собрания наградили волонтеров Мирнинского района. А в этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим предкам, которые добыли для нас победу, мирное небо. В Музее обороны и блокады Ленинграда рассказали о вкладе якутян, участников Великой Отечественной войны и защитников Ленинграда. Гостям рассказали о героях: морском офицере Прокопии Березине, добровольце Александре Пакиной, участники прорыва блокады Прокопии Степанове, а также о том, как якутяне помогали фронту вещами, продуктами, одеждой. Среди собравшихся жители блокадного Ленинграда, дети войны, потомки якутян, защищавших город. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Ленинградцы. Наследники Победы» и приурочено к Году единства народов страны. Я очень надеюсь, что сегодня, собравшись здесь в зале, мы с вами еще раз произнесем имена героев, имена защитников нашего города, участников Великой Отечественной войны, добровольцев, снайперов, тех, кто помогал стране, собирая теплые вещи для фронта, продукты, направляя помощь. Вы знаете, сегодня в Витебске происходит то же самое, и мы также все, встав плечом к плечу, поддерживаем своих ребят на передовой. Это мероприятие позволило нам вспомнить подвиги наших земляков, услышать воспоминания ветеранов и передать знания подрастающему поколению, нашим студентам. Все это способствует тому, чтобы подрастающее поколение больше узнавало о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и вкладе советского народа в победу. Якутск присоединился к акции «100 Катюш». Более сотни екатерин станцевали под песню, ставшей легендарной. Столица республики стала второй после Красноярска, где исполнили военную песню авторства Матвея Блантера и Михаила Исаковского. Композиция стала отражением стойкости духа советского народа во времена Великой Отечественной. Сама акция объединила екатерин всех возрастов. 100 Катюш продолжит шагать по стране. К участию присоединятся Кати из Москвы, Петербурга, Тюмени и других городов. 9 мая хор Екатерин споет в столице Южного округа в Краснодаре. На самом деле идея пришла в социальных сетях, просто стал наблюдать о том, что собирают чего-то по 100, либо собирают других людей с другим именем, но там идея была просто собраться и просто там где-то посидеть, встретиться. И у меня идея такая больше, наверное, объединяющая, больше патриотическая, и хотелось, чтобы именно Катюши спели песню «Катюша». Такого раньше не было, я посмотрел в интернете, такого действительно раньше не было, что пели все, кроме Катюши. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Но мы тоже продолжим немножко новостью. Новость короткая. Люди живут дольше, но есть в этом небольшая проблема. Жить дольше и оставаться при этом бодрым, активным и здоровым — это уже не подарок судьбы, а навык, который нужно
осваивать. И на этой неделе в России и в нашей республике в том числе проходит неделя здорового долголетия. Тема касается каждого, потому что возраст однажды приходит ко всем. Как подготовиться к нему заранее, куда обращаются пожилые люди за помощью и какие советы дают специалисты тем, кто хочет не просто долго жить, а жить качественно. Обсудим все эти темы с нашим гостем в студии Калмана Сазонова, врач-эндокринолог, гериатр гериатрического центра Республиканской клинической больницы номер 3. Калмана Константин, доброе утро. Доброе утро. Ну, сразу для некоторых, может быть, в новинку слова гериатр. Хотелось бы узнать, кто такой врач-гериатр. Во-первых, я хочу пожелать всем доброго утра. И рада за тех, которые сейчас смотрят нашу передачу. Потому что они уже настроились на здоровое долголетие. Настроили свои циркадные ритмы, проснувшись утром рано. Врач-гериатр – это специалист, который занимается здоровьем лиц пожилого и старческого возраста. Но в отличие от терапевта, который тоже занимается заболеваниями, он более глубоко знает механизмы старения и тем самым составляет комплексный план для сохранения функциональных способностей человека, да, и, то есть сохранения мобильности и когнитивного статуса в старческом возрасте даже. То есть, исходя с точки зрения определения, мы можем понять, в принципе, что есть какая-то научная обоснованность, понять, когда начинается старость. Ну да, старение – это такой универсальный процесс, который нельзя остановить. Он универсален для всего живого на Земле, так скажем, да? Но именно поскольку он установлен генетически, процесс старения, он начинается... То есть он начинается с момента, как мы уже родились, да? И вот по разным научным данным сам процесс старения включается где-то примерно в возрасте 20-25 лет. Ой, да, уже. Да, то есть до 20-25 лет, пока их много, этих механизмов, они пока еще не задействованы. Но у каждого индивидуально в возрасте примерно от 20-25 лет эти механизмы начинают активизироваться. Мне нравится пересечение, то, что я всегда жил в условности, да, информации, что человек растет до 25 лет, а в итоге мы вот выросли к 25 и сразу начинаем стареть. Калмана Константиновна, но если все-таки после 25, наверное, уже должны быть какие-то звоночки, которые, возможно, направят нас и скажут, пора бы сходить к специалисту, гериатру. Ну вот, как я сказала, в 20-25 лет у нас основные механизмы роста, так скажем, развития начинают замедляться и включаются механизмы старения. Но механизмов старения очень много. На сегодняшний день их примерно где-то 15. Ну и основные из которых это наша иммунная система, митохондриальный пул, пул стволовых клеток и так далее. То есть все эти механизмы одновременно задействоваться не могут. Это у каждого индивидуально. И вот есть такие, как вы сказали, красные флажочки, о которых мы должны знать. Ну и они, конечно, связаны с тем, что процессы старения, они зависят от циркадных ритмов. То есть мы знаем, что есть календарный возраст, а есть еще и биологический возраст, наш внутренний, да, который зависит от наших циркадных ритмов. Ну, раз мы уже перешли именно к процессу старения, хотелось бы сразу здесь про это. Влияет ли наш климат на, может быть, скорость старения? Вот мы все время жалуемся, что климат суровый. Но иногда не жалуемся, иногда хвастаемся перед другими. А мы-то тут, замороженные. Что тут ваши минус 5, минус 50? Это наша сила. Вот влияет ли эти наши минус 50 на... Ну, конечно, по природе климатические условия нашей Земли везде разные. Что в Африке, что у нас в Якутии. И, конечно, человек, родившийся в тех или иных климатических условиях, он приобретает тот метаболизм, который в него закладывается с момента рождения. Ну и, естественно, мы, родившиеся в Якутии, ближе к полюсу холода, мы имеем свой метаболизм. И, соответственно, мы адаптированы под него. Поэтому механизмы старения у нас работают так же, как если бы сравнить с тем человеком, который родился в Африке, ну и живет там, да? То есть независимо от этого. Но есть разница в следующем. Если, например, человек, родившийся в других климатических условиях, например, в условиях Центральной России, приехал в Якутию, значит, на полюс холода, скажем, да, то его метаболизм, перестройка его метаболизма, она уже требует
дополнительных усилий, соответственно, могут ускориться кое-какие процессы старения. Да? Ну а какие самые распространенные жалобы у пожилых людей в нашей республике? Ну, как я сказала уже, врач-гериатр – это не только про лечение заболеваний в старческом пожилом возрасте. В основном это лечение гериатрических синдромов. Что такое синдромы? Это то, что остается как бы шлейф от хронических заболеваний. Мы должны своевременно выявлять хронические заболевания, купировать их, и насколько долго мы их держим под контролем, настолько мы замедляем свое старение. Но вот когда это выходит из-под контроля, возникают такие синдромы, как синдром мальнутриции, то есть нарушение питания, синдром недержания мочи, да, инконтиненции и так далее. Но это такие сложные, серьезные уже осложнения хронических заболеваний. И вот гериатры занимаются именно вот такими синдромами. Поэтому наш гериатрический центр работает с 2000 года, и на базе нашего гериатрического центра уже защищено и кандидатские, и докторское есть. Поэтому научная работа в плане изучения старения в нашем регионе есть. И вот на основании этого можно сказать, что у нас, например, на базе гериатрического центра такие исследования проводились в 2020-2019 годах, да? И вот на основании этого я могу сказать, что самые первые звоночки – это вот нарушение двигательной активности и когнитивное нарушение. Фиксируем в себе и понимаем, куда обращаться в случае чего. А вам спасибо большое за эту беседу и информацию. Успехов в вашей работе, хорошего дня. И вам, дорогие зрители, тоже самого желаем, чтобы все было сегодня хорошо. Просыпаемся. Всем доброго утра.